Ну а теперь перейдем к полюбившейся вам уже рубрике «Обратная связь», где мы познакомим вас с молодыми представителями ингушской диаспоры, которые увлечены или заняты особо важными делами за пределами нашей республики. Что же они нам поведают, узнаем прямо сейчас. Дихлучин, добрый день, я Мержоева Лейла. Я снова рада приветствовать вас в Российском университете дружбы народов. Сегодня мы проведем опрос среди студентов РУДН и узнаем, знакомы ли они с Республикой Ингушетия. Представься, пожалуйста. Меня зовут Курханя, я учусь на направлении рекламы и связи с общественностью, второй курс. Меня зовут Константин, я из Ирака, я араб. Меня зовут Муса, я азербайджанец, с первого курса ИМЭП. Меня зовут Дарья, и я черкешенка. А меня зовут Дорис, я из Нигерии. Вопрос. Слышала ли ты когда-нибудь об Ингушетии? Честно, никогда не слышала. Ну, до поступления в РУДН, у меня одногруппницы ингушки рассказали мне. Ах, чхадал, овдал, даял. А еще этот. Даял. Галакент. Галайесо. Галайкент. Слышал? Что? Ну, у меня одна одногруппница она ингушка. Да, поэтому слышал про эти нации, хотя она была мне неизвестна раньше. Ну, как приехал в Россию, знакомился с ней и понял, что есть такие люди, да. Это республика, она на Северном Кавказе находится. Вот, там очень хорошие люди живут. Да, конечно, у меня очень много друзей из Ингушетии. В принципе, Северный Кавказ, мы все братские народы. Вот, поэтому, да, безусловно, я слышала об Ингушетии. Что ты знаешь об Ингушетии? Я знаю, что они живут на Кавказе, у них своя область, свои города, и они строго относятся к исламу, к религии, и они не берут для себя в качестве партнера, кроме своих. Я знаю, что раньше это была Чеченско-Ингушская республика, правильно? Чечено-Ингушетия. То, что башен у вас очень много и очень красивые горы. Я знаю вашу историю о том, как вам было тяжело. Также я знаю о том, какие у вас очень красивые башенные комплексы. Могу сказать, что столица Ингушетии это... Сейчас скажу. Магаз. Знаю, какие у вас прекрасные люди, очень доброжелательные, красивые девочки, очень уважительно относящиеся мальчики. Что изображено на картинке? Башни. Какие? Мержоевские. Это картинка игрушки, башки. Да. И горы. И гори. Каково твое восприятие Ингушетии в целом и ее народа? Прекрасная. Нет, на самом деле реально прекрасная, потому что по мне Ингушетия одна из народов Кавказа, да? Сохранила, так скажем, и свои традиции, и правильное воспитание. Больше всего обожаю ингушек. Чисто сердечное признание. Прекрасные девушки, самые женственные, которые я встречала. Да, мне кажется, все спокойные люди, воспитанные нормально, занимаются своими делами. Я никогда не слышал каких-то плохих словах про вас, хотя от других наций в Кавказе был какой-то спорный момент. Но про вас было все спокойно, поэтому плохого не слышал. И зная мою одногруппницу, отношусь отлично к вам. Очень у меня поменялось восприятие на то, как парни обращаются с девушками, вот после знакомства с вами. Потому что это вот, не знаю, какая-то сдержанность, уважение к друг другу. Очень это красиво. Ну, очень хорошие. Это наши братья Галгай. Я их очень люблю. У меня практически все друзья ингуши, большинство. Какое у тебя мнение об ингушах? Я знаю очень хорошо и всегда помогают, на них может положиться. Мне также очень нравится то, что у вас очень открытые люди, они всегда готовы помочь без каких-то либо условий, всегда готовы прийти на помощь. И, в принципе, вы очень добродушный народ, несмотря на такую достаточно сложную историю. Моя староста игрушка, я знаю, это находится на Кавказе. Пробовала ли ты когда-нибудь национальную ингушскую кухню? Да, я ждала этого вопроса. Я пробовала чапель, правильно? Ой, это так вкусно.
Особенно, как это из теста маленькие штучки называются, такие еще их Галушки. галушки. Вот, мне подруга всю ночь бульон варила, а потом вечером позвала на галушки. Это было очень вкусно. И я очень удивилась, что ваше национальное блюдо рис, да, вот сладкий, наше похоронное. Нет, никогда. Хотя я был на Кавказе, но я не успел попробовать вашу кухню. Если к нам приедете, мы вас угостим. Что ты можешь сказать о нашем землячестве Барт? Что вы очень дружелюбные, вы прям семья. Могу отдельно выделить девочек. Очень красивые, постоянно ухоженные. Вот на них смотреть, это вот одна радость. Особенно вот видишь, идут какие-то модели вот такие, прям вот в платьях, с укладками. Сразу я понимаю, это ингушки. Сдержанно, прекрасно себя ведут. Ну, любуюсь только, да. Вот что еще сказать? Пробовала ли ты когда-нибудь нашу национальную кухню? Если нет, хотела бы ты ее попробовать? Да, конечно, выглядит очень хорошо, и я хочу попробовать. Что бы ты пожелала нам? По-английски, I wish you guys good health, good life, more smiles, more beautiful girls, and a happy life. Thank you. Сейчас мы зададим пару вопросов нашему председателю Медарову Ибрагиму. Какую деятельность ты осуществляешь внутри университета? Внутри университета я являюсь председателем объединения студентов из Ингушетии. Каково тебе быть ответственным за такое большое количество ингушских студентов? Я являюсь председателем уже 5-й год и чувствую немалую ответственность за наших студентов, но за 5 лет у нас уже сформировалась команда, которая мне также помогает, поэтому особенно большая ответственность возникает за наших первокурсников, которые с каждым годом становятся все больше и больше. И бывает тяжко с ними, потому что они еще не привыкли к этим студенческим будням, студенческой активности. Но мы с моей командой очень хорошо с этим справляемся. На что направлены мероприятия, которые мы организовываем в университете, а также за его пределами? Наши мероприятия направлены на популяризацию культуры, традиций. Также мы знакомим людей других наций, других народностей с нашей республикой. Также наши мероприятия направлены на то, чтобы наши студенты были более сплоченными, узнавали друг друга и в целом помогали друг другу во всем.